Согласно законодательству, 4 октября 2020 года состоятся очередные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Граждане Кыргызской Республики, проживающие или находящиеся за ее пределами, голосуют на избирательных участках, образованных на территории дипломатических представительств, консульских учреждений Кыргызской Республики и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом. В 2017 году в 26 странах за рубежом были открыты 37 избирательных участков. Количество участков на выборах в 2020 году будет увеличено. Будут открыты не менее 43 избирательных участков за рубежом. Граждане, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете за рубежом, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке. Биометрическую регистрацию можно пройти в загранучреждениях Кыргызской Республики за рубежом, центрах обслуживания населения по всей республике, а также в предвыборный период в аэропортах и железнодорожных вокзалах Кыргызстана. Для постановки на консульский учет нужно подать пакет документов, лично прибыв в загранучреждение или направив сканированные документы на официальный электронный адрес загранучреждения Кыргызской Республики или на портале Министерства иностранных дел Кыргызской Республики через электронную информационную систему «Консульский учет». Внимание! Условия постановки на консульский учет изменены и улучшены. Теперь для постановки на консульский учет нужно предоставить только паспорт гражданина Кыргызской Республики, заполненную анкету. Консульские сборы за постановку на учет не взимаются. Информацию о включении вас в списки избирателей вы можете уточнить на государственном портале Тизме tizme.gov.kg или в период выборов на избирательных участках на территории дипломатических представительств, консульских учреждений Кыргызской Республики и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом. В межвыборный период списки обновляются ежемесячно. Выборный период – ежедневно. После назначения выборов предварительный список избирателей на избирательных участках для ознакомления вывешивается за 80 календарных дней до дня голосования. Контрольный список избирателей за 30 календарных дней до дня голосования. Окончательный список за 7 дней до голосования. Избиратели, которые проживают или в день голосования будут находиться за пределами Кыргызской Республики не позднее 15 календарных дней до голосования, до 18 сентября включительно, вправе заявить о намерении голосовать по избирательному адресу зарубежного места проживания или пребывания путем подачи заявления по форме 2. Загранучреждения Кыргызской Республики при поступлении заявления избирателя о намерении голосовать по избирательному адресу местонахождения или пребывания регистрирует избирателя в качестве лица, вставшего на временный консульский учет на безвозмездной основе. Такая регистрация производится на срок, указанный в заявлении избирателя. В случае обнаружения любой ошибки, неточности или если вы не нашли себя в предварительном списке избирателей, вам необходимо в эти же сроки, до 18 сентября включительно, обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением по форме 1. Заявления по форме 1 и 2 могут быть поданы на избирательном участке. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию либо в электронном формате через сервис «Кабинет избирателя» на государственном портале. При этом избиратель проходит авторизацию в установленной форме. Ответ на заявление избирателя направляется соответствующей избирательной комиссией не позднее 7 календарных дней со дня приема заявления в форме бумажного или электронного сообщения по адресу, в том числе электронному, который указывается избирателем при подаче заявления. Избирательные комиссии ведут учет поступивших заявлений избирателей. Избиратель несет ответственность, предусмотренную законодательством, за предоставление заведомо недостоверных сведений. Для голосования при себе нужно иметь паспорт гражданина Кыргызской Республики, ID-карту или общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики, служебный или дипломатический паспорт. Внимание! Согласно закону Кыргызской Республики о гражданстве, гражданин Кыргызской Республики, имеющий также иное гражданство, рассматривается Кыргызской Республикой как гражданин Кыргызской Республики. Приобретение гражданином Кыргызской Республики иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Кыргызской Республики. Голосуя на выборах, выбираем будущее страны.